Всем привет! И с вами Александр Бабков. И мы начинаем наш новый сезон обзоров с интересного автомобиля. Итак, встречаем Toyota Altezza в комплектации RS200. Итак, автомобиль выпускался с 1998 по 2005 год, то есть всего 7 лет. И за эти 7 лет он претерпел один рестайлинг. Автомобиль очень интересный своим дизайном, так как он разрабатывался совместно с итальянцами с небольшой доработкой японцев. Соответственно, железо все это японское, а дизайн непосредственно Италии. И это видно, она отличается от всех японских моделей других, соответственно, там ни на что не похожа, ни с чем вы ее не перепутаете. Также есть и Toyota Virosa, которая тоже разработана вместе с итальянцами. Вот эти две модели реально очень хороши дизайном. Это очень хороший союз итальянцев с японцами. То есть японская надежность совместно с итальянским дизайном. Соответственно, тут немножко небольшие доработки, такие как нестандартная оптика, то есть вставленные линзы, выглядит неплохо. Другие диски, тоже 17-й, но так как родные диски не влезут с такими тормозами, но это мы пойдем попозже. Другие диски, соответственно, другая задняя оптика, небольшой лип-спойлер и тому подобные вещи. Пройдемся немного по комплектации. На этом автомобиле стояло 3 различных двигателя. Это один J-Beams, рядная шестерка, 2-литровая, там 160 лошадей, 165, точно так примерно, да. RS200 комплектация, как здесь, это 3 SGE. И рядная четверка, о ней попозже. И 3-литровый 2GZ GE 220 лошадей. Единственная ценная комплектация это вот эта RS200. Почему? Потому что с завода у нее идеальная развесовка, практически 50 на 50. За счет более легкого мотора 3 SGE весит 143 килограмма. Соответственно, он полегче, чем любой другой рядный двигатель. Итак, давайте посмотрим на сам двигатель. Итак, как мы видим, это двигатель 3 SGE. Тут у нас стоит механическая коробка шестиступенчатая, соответственно, тут 210 лошадиных сил. На автоматах всегда на 10 лошадей меньше, то есть 200 и 210. За счет чего? На некоторых поколениях там идут другие, валы, более-менее агрессивные кулачки, то есть на автомате он на низах более веселее идет, на верхах хуже. На механике, соответственно, наоборот, на верхах он повеселее, чем на низах. Титановые направляющие на механике стоят, другой блок управления двигателем, степень сжатия, разные вещи, что за счет чего доработано, собственно говоря, на механике на 10 лошадиных сил, то есть немного мощнее всегда. Черноголовый Black Top, VVTi также на 2 валах стоит. Голова, естественно, ямаховская, то есть доработана вместе с японцами, специалистами Ямахи. По надежности, в принципе, мотор надежный. Просто найти живой экземпляр его. То есть, соответственно, в Японии никто не берет такой мотор, чтобы ездить за хлебушком, понимаете? Все, если такой берут мотор, все хотят на нем наваливать. То есть, это глупо судить, что я ездил только домой и на дачу там. Типа того, все на нем наваливают, это по-любому. По надежности, в принципе, мотор надежный. Клапана не гнет, ременной привод ГРМ. Единственный минус, что ремень один на маслонасос, на помпу, на валы. То есть, он менее надежный, долговечен, да? Лучше так сказать. А так, в принципе, клапана не гнет, все, в принципе, по мотору хорошо. По запчастям тоже проблем, в принципе, нету. Блок тот же самый, только другая голова и все. По ходовой части это тот же самый Mark II в 110 кузове. То есть все по ходовке, все идентично. Это и хорошо. То есть дизайн итальянский, выглядит отлично, ни с чем не перепутайте этот автомобиль. А в обслуживании все очень просто. Тут также доработаны, как мы видим, тормоза. Тормоза здесь это Цельсиора, то есть 4-поршневые серьезные тормозильки такие. Вот, и это добавляет уверенности вам на дороге, естественно говоря. Да? Другой стабилизатор и, соответственно, трасса, естественно, другая. Тут также стоит один лямбда-зонд. Вот на место двух, не на место двух, по-моему, на них двух и не было. Честно, тут один лямбда-зонд, то есть это тоже добавляет вам надежности, меньше электроники, датчика, всякой такой лабуды, из-за чего может вам колупать мозг. Вот, собственно, и все. Такого тут, распорка, это все мелочи, да? Пойдемте в салон.
Салон это тоже хорошая изюминка этого автомобиля. Смотря вот на него, вы сразу видите, чувствуется, попахивает спортом прямо, чему-то таким трековским, веселым, да, то есть смотрите, какие сиденья ковшеобразные. Ну, для стандарта сиденья они очень хороши, реально, у них хорошая боковая поддержка, все такое вот алюминиевая клюка, вот это переключение передач, да. То есть она такая удобная, мягкая, не мягкая, маленькая, ручник, все тут, и приборная панель, она тоже шикарна. То есть вот в этой маленькой приборке у вас и спидометр, и тахометр, и давление масла, и вольтметр, и температура, и тут рядом тахометр, и также цифровой спидометр, который только на механике на RS200 в комплектации. Тут небольшие вставки под алюминий. Ну, то есть все так стилистически. Ну, естественно, регулируемый люк, это максимальная комплектация. По идее, это конкурент BMW 3 серии там, или Mercedes C-класса. То есть он, в принципе, он довольно-таки просторный салон. Даже сзади вот здесь сесть. Он очень, даже ничего, я сажусь, в принципе, сам за собой, можно сказать, и никакого нет дискомфорта. То есть, в принципе, для задних пассажиров тут особо... Да сзади, кто ездит на этих машинах сзади вообще? Логично, да? Все ездят, это машина для водителя, по сути дела. Ну, багажник со стоим мы не будем смотреть, зачем нам багажник на таком прекрасном автомобиле, да? Кто будет возить картошку? Нет, конечно. Вот, ну... Есть и минусы, конечно, этого автомобиля, об них тоже можно сказать. Именно про мотор можно сказать, что частая болезнь — это масляный насос. Со временем, конечно, ресурс его приходит к концу. Конец, короче, приходит ему, и все ставят другой масляный насос. Здесь, кстати, он стоит какой-то другой, чтобы давление не было масляного голодания, а этим страдают эти моторы. Также еще по мотору забыл, кстати, сказать, что форсунки нужно на 1G, вот форсунки у него очень тонкая, как она называется правильно, ну, короче, вы поняли, отверстие, которое выходит бензин, и, соответственно, чаще 60, просто он более требовательный к бензину, то есть степень сжатия 11,1, по-моему, то есть тут 95 бензин надо заливать как бы не меньше, ну, чтобы точно быть уверен, что у вас с двигателем все будет хорошо. Пора ехать, ребят, поехали. Итак, ребят, в общем, мы едем, трогаемся на этом автомобиле. Первое впечатление, конечно, салон. Эргономика здесь у этого автомобиля очень хороша, тем, что ты сидишь реально как в спортивном автомобиле. Ну, мы, конечно, покажем, как моторчик едет, но сначала просто привыкнем к этому автомобилю. Как можно заметить, немножко низковата крыша, но я думаю, это за счет люка. Ну, как бы, комплектация тому стоит, то, что люк так-то полезная вещь, на самом деле. Вы можете откинуться, приоткрыть, ехать, чтобы ветерочек ваши волосики немножко колышал, довольно-таки приятно. Приборка очень интересная, но вот я заметил, мне небольшой минус, это вот маленький спидометр. Но в этой комплектации есть дублирующий цифровой спидометр, и он реально помогает увидеть, с какой скоростью вы едете. Все вот в этом маленьком табле, все есть, как бы это прикольно на самом деле. Вот эти вставочки под алюминий, вот эти крутилки, все очень хорошо выглядит. Естественно, мы сейчас проверим эту динамику, но я не думаю, что мы покажем прямо нереальный результат динамики, потому что, ну, по сути, это атмосферный TSGE, там, да, у него 4 горшка, 210 лошадей, это не такая уж большая пушка-гонка, но как городской такой гонщик с кем-то закуситься вы можете всегда. И это приятно, на самом деле. Ну и за счет дизайна салона, я думаю, эти машины покупают, потому что, ну, реально, дизайн салона у нее хорош, дизайн внешний очень хорош, то есть интерьер, экстерьер на высоте просто. По железу, в принципе, все надежно, как я уже и говорил. Японцы, ну, в те года хорошо делали автомобили. Ходовка от Марка 110-го, эта машина легче Марка, и за счет этого ходовка у нее держится дольше, то есть те же шаровые не менее нагружены по сравнению с Марком, то есть Марк весит, ну, килограмм на 200 точно тяжелее, за счет еще и мотора. Вот. На этом моторе, в принципе, морда легкая, мотор весит всего 143 килограмма. По сравнению, конечно, с рядной шестеркой это не сравнить. Вот. Сейчас мы проверим разгончик, я думаю. Ну, управляемость, да? Вот на трассе едете вообще уверенно. Вот она стоит на дороге просто уверенно. Развесовка чувствуется. Она не колышется, идет прямо как влетая. Но моторчик надо покрутить. Он любит это, потому что он атмосферный, высокофорсированный. Красная зона с 8000 начинает, 7800 тут. 7800. То есть это говорит о его спортивном характере, несомненно. Все GE серии моторов, они такие у японцев. Нам бы сейчас развернуться, я думаю, на какую-то прямую и попробовать ее, собственно, в деле. Да. А так вот, очень приятный автомобиль на самом деле. Вот почему взяли его на обзор, потому что он интересен и дизайном,
и салоном, и в принципе двигатель у него хороший. Для этой машины он вполне подходит, не надо много. Вот смотрите, 6000 оборотов в минуту, расход 6,5, 7000 оборотов, четвертая. В принципе, вот именно повпуливать этого достаточно. Шестиступенчатая коробка вам поможет на трассе ехать более экономично. Смотрите, входим в поворот, отлично входит в поворот, просто замечательно. Она как по рельсам идет. Отличный автомобиль на самом деле. Прямо чувствуется душа такой, знаете, не знаю, вот вроде автомобиль японский, а вот какое-то такое итальянская душа в нем все-таки заложена. Конечно, не Феррари там какой-то, но все-таки что-то есть похоже. Атмосферный такой крутильный мотор прям орет, говорит, давай еще подкинь жару. Это классно, на самом деле, очень классно. А так, ехать по городу каждый день, эксплуатировать вполне можно. Да, низковата она, спору нет. Найти живой экземпляр тоже тяжело. Жалко, что, я думаю, ее сняли с производства в 2005 году, но еще есть интересный такой факт, я вот нашел, что, оказывается, в 2005 году в честь закрытия этой модели выпустили 10 экземпляров с двигателем 3U ZFE, то есть 4,3 литра. Представьте, на вот этой маленькой штучке. То есть это нельзя упустить этот факт. Это очень-очень прикольно. Так, сейчас мы найдем прямую, тут что-то большой трафик какой-то. Надо подождать, когда они все разъедутся. Вот здесь мы, собственно, и встанем сейчас. То есть вот прямая. Снимай спидометр, мой друг. Снимаем спидометр, смотри сюда и поехали. То есть я не буду сильно стартовать там дико. Поехали. Да. О. Конечно, я не супер там какой-то переключатель, но динамика, смотри, третья, 7000 оборотов, 120 км, 130, четвертая. Отлично. Динамика вполне хорошая. В общем, как автомобиль на каждый день отлично подходит. Вот это точно. Единственное, да, вот низкая посадка. Ну, в принципе, кайловеры стоят здесь, то есть немножко приподнимаешь, чтобы доехать до того же гаража. Убивает, то есть наши дороги, естественно. А так машина очень хороша. Вот ехать в городском режиме спокойном она может, там никакая не дерганая, ничего, она с ней такого нет, никаких турбин, там никаких свистов, ничего этого нет. То есть очень приятный, насыщенный автомобиль с хорошей, в принципе, динамикой. Вы можете поехать на трассу и быть уверены в обгоне. То есть там после сотни она, в принципе, хорошо набирает, как мы видели. Клюка вот это, механ даже вот эти напрягает. Передачи длинные. В городе это хорошо, потому что вот там постоянные переключения вот эти не нужны. Можно ехать вот так вот, едете, то есть 3000 оборотов, пятая передача, 90 км в час. Достаточно. Можно поставить и шестую, в принципе, чтобы ехать еще экономичнее, но нам так нравится. Вот. То есть, как автомобиль на каждый день, я бы посоветовал. Ценник, в принципе, 400-450 тысяч можно найти нормальный экземпляр. И еще плюс этой модели, то, что есть Lexus ES там 200, ES 300, то есть у вас будет левый руль, но минус этих автомобилей, то, что найти их живыми, это еще тяжелее, чем Альтезу. Почему? Потому что они эксплуатировались на Западе, там бешеные пробеги, там заржавевший кузов, подгнивающее днище и тому подобные вещи. Но от этого никуда не деться. Все-таки машина там выпускалась с 2005 года, то есть уже ей даже самой последней Альтезе лет 12. Это уже о чем-то говорит. А у нас, в принципе, за счет нашего климата они у нас не гниют, в принципе, выживают нормально. Единственное, убивает наши дороги и наша зима. Вот. Ну, зимой на таких машинах, ездят, в принципе, но я бы не стал, на самом деле. Потому что задний привод, много ходовой части, слишком много элементов, которые, в принципе, могут у вас навернуться на морозе минус 45, там, да. Ну, печку, не знаю, печка, конечно, теплая. Ну, скорее всего, теплая, конечно, я думаю. Салончик, в принципе, небольшой. Единственное еще, почему из производства, это продажи. В Америке, например, Lexus ES брали, там в 2 раза меньше, чем тот же Mercedes C-класса. То есть, не признали эту модель культовой. Вот и все. А именно в нашем регионе, где очень много японских машин, это реально машина, которая заставит выделиться вас из потока. Потому что их, во-первых, мало. Во-вторых, дизайн Италии, это видно, она не похожа ни на любую другую автомобиль другого японского производителя, Toyota, Nissan, нет таких моделей. То есть Verossa и Altezza это два автомобиля, которые реально выделятся дизайном. Это точно, это факт. Ну, теперь, я думаю, стоит еще раз навалить, чтобы конкретно и подвести итог. Сейчас мы развернемся и навалим. Прямо навалим.
Вот жалко, у нас в городе, да и в России, в принципе, нету гоночных треков каких-нибудь. Я бы поехал на ней куда-нибудь, на какой-нибудь трек. То есть вот, трогаем со второй, газ в пол. Слышим, как моторчик пошел. Вот, 5000, четкий подхват пошел. Вот, именно чувствую, вот опять 5000, хоп, момент мотора чувствуется с 5000. То есть его надо покрутить. Спасибо Yamaha за такой прекрасный мотор, на самом деле. То есть вот, мы едем 130-140, она, в принципе, уверенно набирает. Без проблем. То есть я уверен, что я таким сейчас способом спокойно упрусь в ограничитель 180. Здесь он, конечно же, стоит. Поэтому динамики, я вас уверяю, динамики вам хватит. Кому мало, ну всегда, динамики не может быть много. Кому мало, тому, ну извините, ребят, возьмите там GZ GTE и бустапайте его там до полусмерти, чтобы он умер. А, в принципе, здесь, кстати, здесь еще можно купить готовый кит-комплект на 3GE, и у вас будет интересная вещь, компрессорный моторчик. Вот. Ну и, естественно, еще есть альтернатива, это 3S GTE. Но по ресурсу 3S GTE, конечно же, еще хуже, чем 3GE. Уж поверьте мне, там ресурса как такового вообще нету. Уже изначально. Не заложен туда ресурс просто. С Японии пришел, он уже отжат. Ну, в основных частях. Я не думаю, что даже японцы покупают эти машины, чтобы ездить за хлебушкой. Или там за сушами съездить, покушать и поехать обратно. Конечно же, нет. Эта машина также еще популярна у дрифтеров, то есть эту машину эксплуатируют всяко разно. Поэтому покупать этот автомобиль, да, выбрать хороший, действительно хороший экземпляр очень тяжело. Вот такие вот дела, ребят. Управляется она классно вообще, ну, серьезно. Ну и тормоза Celsio, это отдельный респект хозяину, серьезно. Ну просто, прямо они тут вписались, ну как надо. Я прямо чувствую хорошие тормоза, вот они, фу, и схватывают. Прекрасный автомобиль. Подведем итоги. Итак, ребят, что скажем в итоге? Автомобиль реально хорош всем. И дизайном, и интерьером. Спасибо итальянцам за это, и японцам за надежное железо, которое поставили в этот автомобиль. Жалко, что сняли его с производства. Ну, всего лишь 7 лет повыпускали, и все. Я бы оставил его еще на конвейере. Хотя бы пару лет, это точно. Поставил, возможно, более мощный двигатель. Ну, хотя, в принципе, этого мотора ей достаточно для того, чтобы поездить и в городе с комфортом, никаких там турбоям и тому подобной дичи не было. Да и на треке, так на трассе где-то позажигать на ней можно. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и все, всем пока!